у свете, и как память сорвалась от лицея детям, и как кожный Беларусь становился нами, viva profesores, viva alma mater, наши зеленые нас, назавжди с тобою, оживаю час, и життя такое, удивляет целый свет, что мы с Беларуси, viva педагога, viva лицеиста. День рождения всегда принято получать подарки, а мы сегодня с вами немножко переформатируем эту замечательную, добрую, очень теплую традицию и поощрим, поздравим и наградим наших самых прекрасных, самых замечательных педагогов, сотрудников лицея. Начнем сегодня эту традицию, откроем небольшую вам завесу тайны, а завтра во время пленарного заседания ее и продолжим. Под ваши громкие аплодисменты для торжественной церемонии награждения я приглашаю на сцену директора лицея Екатеринского колледжа Дзержинского Татьяну Павловну Манчик. Дорогие друзья, уважаемые гости, лицеисты, коллеги, мы переходим к торжественной церемонии вручения благодарностей, почетных грамот администрации лицея имени Феликса Эдмундовича Дзержинского МГУ. Благодарность за высокий профессионализм, достигнутые успехи в образовании и воспитании обучающихся, а также в связи с 35-летием со дня образования лицея вручается Белоходовой Илоне Юрьевне. За высокий профессионализм, успешное выполнение задач, стоящих перед учреждением образования, а также в связи с 30-летием со дня образования лицея, благодарность объявляется Савельевой Наталье Владимировне. Грамотное государственное учреждение образования лицея имени Феликса Эдмундовича Дзержинского Белорусского государственного университета за плодотворную педагогическую деятельность, успехи в образовании и воспитании учащихся, а также в связи с 30-летием со дня образования лицея награждается Бирюкова Ольга Михайловна. Грамотой награждается Прокопий Александр Андреевич, главный инженер. За плодотворную трудовую деятельность, особый вклад в развитие учреждения образования, а также в 35-летие со дня образования лицея, грамотой награждается Павлович Наталья Геннадьевна, главный бухгалтер.
разработанную трудовую деятельность, основной вклад в развитие учреждения образования, а также заведующий библиотекой. Карницкая Мария Ивановна, методист. Почетной грамотой награждаются за многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность, а также за 30-летие со дня образования лицея Андреева Елена Павловна, учитель истории. Подготовку педагогической деятельности, значительные результаты подготовки и проведения республиканских международных олимпиад, а также с визитом со дня образования лицея почетной грамотой награждается Воронович Игорь Иванович, учитель математики. Почетной грамотой награждается Маркович Леонид Николаевич. Уважаемые коллеги, подробнее аплодисменты за не забудьте свои аплодисменты. Приглашаем вас в некоторые места. Добрый день, дорогие ребята, добрый день, уважаемые коллеги, привет, выпускники, лицея. Я рада всех вас видеть сегодня в этом зале. И, конечно, хочу поздравить с юбилейной датой. Видим основание, образование самого лучшего учреждения страны, лицея имени Феликса Юрьевича Белорусского государственного университета. С праздником! Дорогие друзья, я хочу сказать, что на протяжении 35 лет мы не только сохраняем, но и приумножаем традиции, которые сложились в лицее. Сегодняшние награды, наверное, подтверждение тому, что мы приумножаем традиции в лицее. Опять же, мне хотелось сегодня, награждая наш коллектив, подчеркнуть важность и значимость абсолютно каждого сотрудника, который работает в лицее. И я хочу пожелать нашему коллективу, конечно, процветания. Я хочу пожелать нашему коллективу крепкого здоровья. Дружественной атмосферы лицейской, как всегда это было, есть и будет. Я хочу сегодня, чтобы каждый, кто работает в лицее, понимал свою важность и значимость, работая в одной команде. Я хочу пожелать нашим ребятам достойных побед, ярких побед и в олимпиадах, и в личной жизни, и победы над собой, чтобы с каждым днем ваши знания развивались, становились крепче. Вы достойно представляли не только республику Беларусь, республиканских олимпиадах мира, но и на международных площадках. Я хочу, чтобы вы, выпускники этого и всех годов, всегда помнили, что лицей стал для вас стартовой площадкой во взрослой жизни.
А вообще всему коллективу я хочу пожелать, чтобы вы всегда хотели возвращаться в свой родной город под названием лицей. И, конечно, новых всего самого лучшего. С праздником! Дорогой коллектив! Дорогие друзья, это еще не все для вас приятные сюрпризы в этот замечательный вечер. В 2024 году лицей продолжил очень знаменательную традицию международного сотрудничества с различными государствами нашего мира. И в сентябре прошлого года было подписано несколько меморандумов о соглашении с учреждением образования Китайской Народной Республики. Ребята из Китая очень хотели попасть к нам на этих каникулах, они очень хотели быть частью нашего замечательного юбилея, но, к сожалению, они сейчас даже год, они празднуют свой китайский Новый год, это праздник очень большой, вы знаете, традиционный, и очень они к нам хотят попасть на летние каникулы, чтобы мы вместе все справимся, их поможем и откроем новую веху, юбилейный год в истории лицея, веху международного сотрудничества. Ну а сейчас я хочу обратить ваше внимание на экран. Вы увидите замечательные, добрые, будьте внимательными, читайте пожелания от ваших друзей, будущих коллег, наших уважаемых коллег. Поздравления с 35-летним юбилеем. Внимание, пожалуйста. Очень приятно, когда поздравления в наш с вами адрес доносятся со всех уголков нашей прекрасной Земли. Дорогие друзья, ну что, мы начинаем!
Гордиця не існує. Це видумана історія, створена виключно для цієї сцени. Персонажі видумані, текст гіпотетичний, події апокрифічна видумка. А намазаний уявляє себе справді народжений комп'ютерний світ героїв. Сцена, куліси, світло, ліхтар, заснування. Тени. Город, сон, не слышит. А ви чому дослідницю таких фотографій? Цікавий виглядати персонаж. Але почекайте, не запалюйте світло, бо я могу скачати глядеть на зоры. Ведаеце, у тусні дорослого життя ми часто забуваємо робити паузу. Ви маєте рацію, але це моя праця. Запаліть ліхтари вночі і вам допоможе. А на вашу думку, откуда на небі з'являються зорки? Не хочу казати банальні речі, але спочатку їх з'являються в наше серце. От, кожен зорочці треба піднятися до неба. Як у виліку, шмат маленьких ліхтариків, де нарисують великі, прихожих коротко, де собі допомагають і споживають за одного. Діляться і щастям, і турбою, і посміхами, і розчаруванням. Ось і я завсюди маю про таке сузор'я. Але як мені його побудувати? Бо я, звичайно, наставник. У мене нікого і нічого нема. Ні грошей, ні людей. Ви в этом уверены? Ну, есть, конечно, несколько сябров. Ось, бачите? Люди у вас и живет. Одиноко это одна из подобных лиц человека. Или с вами близкие люди. Ищите, бывайте с своими. Але я все равно не разумею, что вы повинны робить. Поки что это так, поветренные мрої. Лишь все починается с идеи, яка збирається в іскру, потім в іскру, а потім на увесь світ. Розкажіть про свою ідею. Добре, я б хотів створити ідеальне місце. Дом для кожного, хто горить і мкнеться до відео світу, де люди, ведаете, необъятно одно до одного, где они смогут знести лепшую эдукацию, счастье, семью, в конце концов. Здається, я зрозумів, що правильно ваш лиша. Видається, для мене життя починається з літери Л. Мова раз, запалюємо літери. Пошліть і ви своє життя з літери Л. Побудуйте ліцей, установу едукації, а не звичайно. Казочник, городство, режисер, школа. Невероятне враження, аж не мурашки. Але як этот ліцей повинен буде виглядати? Давайте віляю разом. Засинай, ваше світ, на землі могучий світ. Это шмот,
Всюду темно, не буду сны. Лежу под такой сон. И лавка, и ліхтарщик, і зори, і... Лице. Я можу ніс. Я ж бачу все на власні очі. Ну, конечно, який там ліцей. Зостаться звичайним наставником. Вось, не б'юсь. Чекайте, это же есть той самый лицейский дух. Значит, сон. Это был не сон. Значит, я створю лицей.
Добрые коллеги, у меня для вас есть терминовая пропанова, а не бой не нормуется. А не без вас ничего не отнимается. Витаю! Она тут разбила. У меня для дома открыли новую станцию, Ишамайская. Теперь буду контрабанд метро. Придешь на свою пропанову? Конечно, але давай решаемся усилия. Что за это справа неправда такая? И тебе добрый день, профессор. Я рад, что ты с нами, сябра. Прилетание. У нас в лаборатории некий апокалипсис. Такое склад починок и приехала до вас. Але для почерку у нас схема часу. Становитесь и слухайте. Уважно. Здається, наш вопрос на дружку. Что здесь грандиозно? И экспериментальная. Менавіта так. Усі ми вийшли з великого моря життя, але зовсім марили про своє власне море. Это наш ліцей. Перша установа едукації нового типу. Місце, де кожен зможе знайти себе і своє призначення. Місце, яке буде повниться освітою, творчістю, власними традиціями, ну і, звісно, особливим ліцейським духом. И тут мы сможем рихтовать лепших учнів країни. Створим свою науковую супольность. Так. Пошли культуру и творчество. Так. Олімпіади, конференції, концерти, імпрези. Усе це буде у нашому ліцеї Мари. Так. Нам треба подрихтовать проект. Я займуся такою документацією. На мне будет вычетная частка. А я распрацюю расклад мероприемств. Це все, звісно, добре, але проект треба буде провести через Міністерство узгоднення. Так, мы ничего не почнем без початки, Артур. Яны потребують особисте управління. Ось, а з гэтым, як ведаеце, у нас проблема. Тут некто сказал, проблема. Я помогаю людям кожен раз. Лежить самому свет для вас. Решаю справи тут как правда. Я ваш самый лепший сябра. А ви, власне, хто такі? Ха, я сеньор Фрод. Решаю проблему. Кандидат юридичних наук. Я чув, ви хочете отримати порядну печатку в Міністерстві узгоднення. Ведаеце, було неплохо. Цудовно, почнемо працю. В Міністерстві узгоднення працює моя сяброва, Ізольда Фракція. Але я навіть критично ставлюся до усіх документів.
милая, усё чудово, невероятно. Але вам треба зробити не просто проект. Бренд. Бренд? Який товар? Ненавидно. Ось макет нашого будинку. Який зеленый. Ну, модерн. По-перше, давайте я беру локацию для вашего лицея. Локация категории премиум. С краевым на горы и Зеленое озеро. Разумею, не ваше узнавание. Локация категории плюс. Перший Благий варіант. Але хто ж напевно, що вчиться буде? я ж и не подумал. Шкода. Мы хотим да, экзотичное. О, Африку? И настолько далеко. Хотелось бы каплинский будущий готовый. До нашего другого дома. Я услышал смело. У меня есть идеальный вариант. Вот пыльное местечко, сховане от грошей на зборку на вулиці Маяковського. Я поэтично. Так, локації визначилися. Далі. Певно, вам потрібен спонсор? Ох, так, ведаеце, планы у нас наполеоновские. Тому бы хотелось связаться с серьезным которым, ну, коли разумеется, отживья. Все, я вам питання, що усе у житті вирішає три літери. Одна з яких У. В, Д, У. Що називається ваша будущее, допомога, взаємоповага. Конечно. Я скончил 9 классов. Вельми разумный хлопчик. Можете вы как-нибудь взяться в наш лицей? Цікаве ви, мадам, з таким містом, з таким спонсором, з такою концепцією і за просто так взяти. Ладно, ось я думаю, я вам прихожу. Але все равно. Так. У лицей повинен там только самое острое розум. І духа. Ну, как написать вступные испыты. Уявите, будут содержаться дети из усей краины. Конкурс будет шаленый. Задания будут складать с лепших выкладчиков и колькой специальностей. От физиков до лириков. Але як ми повинні об'єднати і фізиків, і ліриків, і ведаеце, істориків з хіміками. Так само було накладно. Ти шмат кого яшчэ. Вось мы и подошли до логика. Лицею потребно нечто, под чим його будуть познавати. Нечто унікальне, яскраве, запам'ятайте. Не хваліться, я это сама тут зробила. Вашому лицею потрібен євро. І макет уже опрацьований. Я, Остается лишь пятое. Даруйте, сеньор, я вас сам, але так само діловато. Вось! Сверху, вызначился. Не просто так меня призначили магистром решения проблем. Пробачте, а такое зараз видають? Вы тут давайте без лишних питань шоу. А пам'ятаєте ж, так? Що Ізольда Францовна усе ще чекає вас у селі зі своєю лішакою.
Знаєте, коля збиває знов. Завжди права, нема правди, не зацікавить нічим. Завжди права, я на злоті і знайшов, я і серце льот, справу зробити кров. Убедія є, а хитрія є, і не подмани тебя. Завжди права. Ну каже так сама. Думай уже, як мать час, небось почай, красиво серце тає, голос тікає. Я на права, каже, я на права, красає слово, тримаю мови, тримай назад, дари мама. Я кажу не зала, я на короні жадала, я згоду дала. Добре, поставлю крашатку вашому ліцею. Дякую вам, величайший. Які дякую? Ну, величайший. І сьогодні фракція виявляє супрацовниця. Але є одна умова. Запросите мене на відкриття. Ну, конечно, Франція наша. Існує. Ой, дякую, котики. Але зарепетировался так, как не соромно хотя бы было. Хочу вам признаться, будем стараться. А верите, что? Когда лицей будет ресторан, можем мы. Я знаходиться тут, поруч з вами, нам повірити, що наші аудиторії збираються у нашій церкві. Не кажите, одна готовка жалко, что Пастирі лише убачить свій кабінет з панорамними вокнами і власними лабораторії. До речі, колеги, з такої нагоди я би хотіла вас почастувати. Ей, ви, мужчина, серйозним. Вашій увазі моя апошня розпрацовка котлета папорець запікати вітаміни. І все це буде продаватися в нашій столовій.
выходит, что это самое. І ми обидва трапили в ліцей. Приємно познайомитися. Нам вот не верится, что все будто подчиняется. Правда, не хапає наших одноклассников. Ой, мы не споздились. Ни в яком разе. А я думав, що служку вже без нас перевезли. Проходьте, проходьте. Головне, не сподобіться. Добре. Якось ви вже зробили. Інакше бути не могло. Бо хто зробив проєкт? А хто його затвердив? Мы вельми вдячны вам обоим. Тому располагайтесь и поспробуйте наше фирменное блюдо. Мы хутко почнем. Дорогие сябры, уважаемые выкладчики, будущие навучэнцы и бацькі. Сёння мне выпаў шанец стаяць перад вами у гэты урачысты дзень, калі мы открываем дзверы нашага. Ведаеце, для мяне ліцэй пачынаецца з літары «Р». Гэта ліхтар, які асвятляе наш жыццёвы шлях. Гэта людзі, якія напаўняюць яго душою. Гэта лесвіца, якая паднімае нас у новы свет. Гэта руды цяжкасці выпрабавання. Але менавіта ліцэй. Гэта заўсёды лёгкасць, лепшыя лекцыі. Ну і, канешне, любоў, якая застаецца да канца. Теперь все разом. Виват лицей! А вас, уважаемые, я запрошаю на особистую экскурсию. Сябры, калі б мяне спыталі, дзе я буду праз 10 гадоў, я бы вам не адказаў. Тады я не ведаў, што нават будзе заўтра. А зараз не ведаю, дык не болей. Лишь это не важно. Главное, что все мы зараз тут, в нашем лицее. Мы стали гипнотели, зарубили машину, открыли самое незвычайное место в свете. Усё нават адчуваючаму, паўсюль гэты ліцэйскі дух. Так і хочацца застацца тут назаўжды. Шкада, але не вечная. Дзесьці наперадзе новы засветіцца час, і нашыя ведразі госці ўзлілі без нас. Людзі павінны адчуваць, што іх, як і нас, яднае ліцэй. Вы памятаеце, ліцэйскі дух. Яго нельга патрымаць у руках, можна толькі адчуць. Я і сам пакуль не до конца разумею як, але ведаю адно, што гэты дух абавязкова спатрэбіцца нашым нашчадкам. Трэба знайсці яму надзейнае месца. Ніхто возьме на сябе адказнасць за гэты слойку. Ведаеце што? Не трэба нікому з вас разбираць. Хай застаецца тут, прямо ў ліцэі. А я яго схаваю. Самы таемны, дальні забудовы. I look to it, to be
Thank you.